Для меня личность Ахсара изначально была овеяна легендами, так как я о нем слышал много до того, как с ним познакомился. И знаете, бывает ситуация, когда ты разочаровываешься в человеке, да, когда много о нем слышишь, например. Но я не беру сейчас пласт творчества, потому что уже познакомившись с его творчеством, можно сделать выводы о том, что все, что было слышно, оно даже недостаточно ярко раскрывало эту личность. А после знакомства личного я только убедился в том, что главное качество человека, любого крупного художника, скажем так, это личность. Что касается моей реакции на творчество Ахсара, то оно, конечно, интернационально. Безусловно, его мелодия, его исполнение, его мастерство как гитариста, оно способно быть воспринято человеком с любой культурой и любым языком. Это доказывает интернет, благо который сейчас у нас у всех есть, и все люди могут ознакомиться с его творчеством в любых группах, там, в том же ВКонтакте или на других источниках. В принципе, даже я могу сказать по своим друзьям, не осетинам, когда у меня играет музыка, не на всех, скажем так, из осетиноязычных, да, и вообще из национальной музыки, потому что все-таки всегда слышен колорит, они обращают внимание. Вот про Ахсара у меня спрашивали, что у тебя играет. Практически каждый раз, когда у меня в плейлисте оказывалась его мелодия, его пение, его голос, и люди заинтересованно смотрели само видео. Им интересно было, как выглядит человек, который производит эти звуки. Поэтому я думаю, что навряд ли в Осетии найдется второй Ахсар, да и я думаю, что нигде не найдется, и этим обусловлена вообще культура этой земли, что только тут могут рождаться люди с очень нетривиальным взглядом на, казалось бы, избитые вещи. Да? Ну сколько нот у нас? Всего 7. Ну сколько гитаристов в мире? Ну тысячи. Среди них много известных, великих. Их творчество остается в записях. Но, тем не менее, все-таки свою уникальность показывают немногие. Как человеку, занимающемуся музыкой, мне всегда интересен, конечно, каждый музыкант со своим почерком. И могу сказать, что часто происходит так, что популярные, скажем так, вещи, они, к сожалению, очень просты. Да, а, например, слишком сложные доступны только единицам любителей, тех, кто разбирается и понимает. В данном случае мы имеем как раз таки пример соединения, то есть музыка и доступна для понимания, но и глубока, то есть что обеспечивает популярность и мелодии, популярность и личности, известность. Я считаю, что, конечно, такие люди должны быть известны, потому что если не с Ахсара, то я не знаю, с кого брать пример еще в плане поведения. Поведение как художника, как музыканта, поведение как человека. То есть, в принципе, пример для подражания каждому осетину, и не только осетину, вообще любому человеку, особенно связанному с творчеством, просто на лицо.